Это была затравка всей вот этой фитны. В 92 году, когда в пригородном районе случились события, ну, мы все знаем, о чем я говорю. Я знаю многих ингушей, которые обвиняют своих братьев чеченцев в том, что они не стали на сторону ингушей и на государственном уровне, а тогда Ичкерия было отдельное государство, кто бы как ни говорил, что они не выступили против России. А я из 56 лет своей жизни 40 прожил в Грозном, и поэтому говорю как человек, который все видел изнутри. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. В 92 году, когда начались эти события, по телевизору выступил Джохар Дудаев. Он сказал, что на государственном уровне мы не можем выступить, мы не готовы. Но тех, кто индивидуально, добровольно войдет на помощь своим братьям, я останавливать не буду. Наши братья ингуши оказался просто разменной монетой для преступного ельцинского режима. Он оказался разменной монетой, вся эта возня была затеяна на то, чтобы выдернуть чеченцев на этот конфликт. Слава Богу, что чеченцы не поддались. Потому что если бы они поддались, и российские войска вступили на территорию Чечни и нанесли бы тот ущерб, ту разруху, сотни тысяч смертей, которые там случились, то это для наших злопыхателей был бы еще один повод для того, чтобы говорить, вот, из-за ингушей мы пострадали. Ну, 92 год, моя сестра замужем в Владикавказе, и я, естественно, срываюсь с Грозного и еду в сторону Владикавказа, доезжаю до Черменского круга, и все, стоп, колеса, дальше все. Идут обстрелы, слышна канонада, идет война. Я любыми путями пытаюсь проехать во Владикавказ, так как идут разговоры, что люди, проживающие, ингуши, проживающие в Владикавказе, вышли в село пригородного района, я хочу найти свою сестру, свою племянницу, одним словом, семью своей сестры, померить свои силы и возможности. Но движения в ту сторону нету, стоит 200-300 человек, может больше, может меньше, не знаю. В это время подъезжает БТР, сверху на броне сидят люди, за ним подъезжает грузовик, не помню, то ли Урал, то ли ЗИЛ-131. На броне сидят ребята чеченцы, в основном, есть среди них ингуши. И в кузове этого грузовика также сидят чеченцы и ингуши. Чеченцев больше, в процентном отношении процентов 80, наверное. Все они с Грозного. Остановились буквально на минуту. И они спрашивают, у нас есть кто-нибудь, кто едет в ту сторону, кто хочет туда заехать? Ну, я, естественно, запрыгнул к ним в кузов и поехал по этим селам, бродил, искал свою сестру. Бродил там 2 дня. На ночь, правда, возвращался. И на 3-й день туда поехал. Но сестру я не нашел там. Это я к тому, что были ли чеченцы там или не были. Потом муссируются слухи о том, что после того, как Ичкерия объявила себя свободной, якобы висели транспаранты, растяжки, дай бог памяти, русские в Рязань, ингуши в Назрань, и потом уже позже начали проскакивать разговоры, что еще татары в Казань. Я клянусь именем Всевышнего, я житель Грозный, который всю первую войну провел там, часть второй войны провел там. Я не видел такой надписи ни разу. Я клянусь именем Всевышнего ни разу. Я не видел такой надписи, такого транспаранта, такой растяжки. Да, может, где-то что-то кто-то говорил, может быть. Я этого точно не знаю. Но я не встречал ни одного человека, который видел их. Ни среди своих родственников, ни среди своих знакомых. Я не встречал, когда я спрашиваю, ты видел сам лично? Человек мне это рассказывает, что вот были такие растяжки. Я говорю, ты сам лично видел? Нет, не видел. Ну, якобы видел тот-то. Ну и вот так вот, на уровне сплетен и разговоров. Эти транспаранты и растяжки были, да. Ну, фактически, я не встречал человека, который их видел. Да, был другой вариант. Я тоже этому очевидец. Когда люди выходили с пригородного района, их не пустили в Черноводск, курорт.
Там одни говорят, что вот чеченцы испугались, что за ними пойдут войска или еще что-то. Да ничего подобного. Это была инициатива одного-двух частных лиц, хозяев этого курорта, которые там стригли со всего капусту. Это была их инициатива. А тут туда придут какие-то беженцы, будут жить, денег с них не возьмешь и кормить их надо. Но, валлахи, это не было политикой. Это не было повсеместное какое-то, это был какой-то мизер. Есть же, наверное, ингуши, которые меня услышат и которые знают, что они приехали после этих событий в Грозный, на территорию Чечни и жили, и работали.